Эти кадры наша съемочная группа сделала 7 лет назад на видеокабинет легендарной Ии Бобраковой, народной артистки России, которая больше 20 лет была художественным руководителем и главным режиссером театра оперы и балета Коми. Она лично поставила 28 спектаклей, в том числе и первую национальную оперу «Иван Куратов». Именно она когда-то открывала этот театр. За многие годы эти стены стали для нее самыми родными. Я этот театр открыла вместе с Василием Васильевичем Паневым. И служу этому театру 52 года. Поэтому я разговариваю и говорю о театре. Я уезжала по конкурсу и была старшим режиссером консерватории в Молдавии. Ну, конкурс был так, вроде я поехала случайно, что из себя представляет. И из 13 желающих, да, я вроде победила. Победила это в год 50-летия Октябрьской революции, но случайно. Причем на чем? На опере «Дом на Каликова» третий тур. Тогда, 60 лет назад, первые шаги театра начались с русской оперы Чайковского «Евгений Онегин». За короткий срок в репертуаре появились такие произведения, как «Травиата Верди», «Севильский цирюльник» Россини, «Цыганская любовь» Лигара, «Вольный ветер» Дунаевского. Вы, конечно, помните Афанасия Фета, высказывание 150 лет тому назад: «К зырянам Тютчев не придет». То есть на всю жизнь нам было предписание: это темный, черный народ, безграмотный, бескультурный, дикий. А у нас все есть и все будет. В истории театра есть много ярких и знаменательных моментов. В 1961-м состоялась премьера первого национального балета «Ягмурт» «Лесной человек». Через 6 лет служители Мельпомены отметили новоселье, переехав в здание со зрительным залом в 760 мест. В 1987 году государственная премия РСФСР имени Надежды Крупской. А в 90-е годы о наших артистах узнали на международном уровне. Труппа начала гастролировать по странам Европы. В 1990 году с легкой руки все той же Ии Бобраковой рождается Сыктывкар Сатулыс – международный фестиваль оперного и балетного искусства. Здесь, в столице Коми, вместе с нашими артистами выступают звезды ведущих театров России, ближнего и дальнего зарубежья – Финляндии, Германии и Чехии. Важное событие последних лет – решение правительства Коми о реконструкции старого здания театра. Этот момент артисты ждали не один год. Сегодня я хотел бы вам показать несколько моментов технического состояния и оснащения нашего театра, для того, чтобы было понятно всем, для чего, конечно, необходима нашему театру реконструкция. Мы сейчас находимся на сцене нашего театра, вы видите зрительный зал. И, конечно, состояние даже пола сцены, можно уже сейчас убедиться, он ежегодно ремонтируется, циклюется, шлифуется, но тем не менее вызывает очень большие проблемы у нас, так как балет танцует на неровном полу, да, это вызывает какие-то сложности. Известие об обновлении здания, пожалуй, самый ценный подарок круглой дате. Кстати, 60-й юбилейный сезон театра, который стартовал еще осенью прошлого года, грандиозен и богат на сюрпризы. Это и концерты симфонического оркестра, и, конечно, премьеры. Балет Людвига Минкуса Баядерка, опера Жака Оффенбаха, сказки Гофмана, программа «Таланты 21 века» с юными дарованиями и гастрольные туры по регионам России и Германии. Елена Кононова, телеканал Юрган.